Ну, я думаю, что, это мое мнение, может быть, ты согласишься, может быть, нет, просто санкции, которые мировое сообщество ввело на данном этапе и за Крым, и за Донбасс, там, и за все, и за Скрипалей и так далее, они пока имеют такой критически незначительный для России объем, что соглашаться с решением международных организаций Путин считает для себя необязательным, и все. Да, можно, наверное, так говорить, но необходимо отметить, что не будь, наверное, этих санкций, это наблюдение такое даже где-то обывательское, не будь этих санкций, то у России было бы больше возможностей интегрировать территории, которые она присвоила фактически, да, в 2014 году, и эффективнее обработать население, да, определенными там успехами или видимостью успехов и так далее. Сегодня же, по крайней мере в Крыму, наблюдается вот определенный спад этого угара патриотического. И виною тому именно некий экономический, потому что пропаганда, она не ослабла, все эти скрепы, все они навязываются в той же степени, ищутся какие-то новые или там комбинации. А вот именно экономическая ситуация, все эти сложности, несмотря на эти монументальные объекты вроде аэропорта, там, трассы Таврида или что-нибудь подобного. Или моста, да, которые высмеивают, собственно, в самой России очень удачно и тонко достаточно. Экономика, то есть рубль в кармане людей, он говорит немножко обратно. И если действительно, с одной стороны, мы можем говорить, что санкции не работают так, как бы мы, наверное, ожидали, да, или в Украине ожидали, или во всем мире ожидали, то все-таки они не позволяют России развернуться в полную силу. И это тоже как бы неплохо в данной ситуации, потому что это позволяет притормозить вот эти интеграционные процессы, то есть, да, показать, вызвать уже определенное разочарование у, ну, сложно сказать, у какого количества людей, потому что никто эту статистику, если, вернее, ее и проводят российские крымские власти, то она не публикуется, а независимых как бы измерителей нет. Но в разговорах все чаще люди говорят, вот у меня знакомые, которые ходили на референдум, вот они сейчас полностью там разочаровались, особенно это бывает там бизнесмены, люди бюджетной сферы и так далее, которые, ну, столкнулись с той жизнью, которая, собственно, и присуща России была последние годы. То есть они на самом деле почувствовали, что такое жить в России. Вот, кстати,